уважаемые коллеги, дорогие друзья, Михаил Ефимович, Светлана Константиновна, Александр Николаевич. Прежде всего, от имени Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, от себя лично, хотел бы сердечно поприветствовать участников первого форума соотечественников якутян и поздравить всех якутян с юбилейным годом, столетием образования Якутской АСР. В свое время, приветствуя участников Всемирного конгресса соотечественников, президент России Владимир Путин подчеркнул: поддержка зарубежной диаспоры – это большая и сложная работа, которой мы намерены заниматься системно и последовательно. Цель первого форума соотечественников якутян – их объединение вокруг всестороннего развития Республики Саха-Якутия, продвижение интересов республики за ее границами. Известно, что Якутия заботится о сохранении культуры, национальных традиций своих соотечественников якутян, и вся программа форума говорит об этом. Забота о соотечественниках, постоянно проживающих в других странах, их поддержка, обеспечение их прав и возможности сохранять тесные связи с исторической родиной рассматривается российским государством и его столицей Москвой как одна из важнейших задач. Именно так, системно и последовательно, старается вести эту работу правительство Москвы. Я хочу напомнить, если, может, кто не знает, у Москвы единственного федерального образования, работа с соотечественниками за рубежом строится на основании программы города Москвы по поддержке соотечественников за рубежом. В 2009 году был принят закон города Москвы в поддержку соотечественников, и это позволяет городу Москве планировать бюджетные средства и регулярно отчитываться перед Московской Думой о работе с соотечественниками. Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, начиная со второй половины прошлого года, проводит мероприятия с российскими регионами по обмену опытом в поддержке соотечественников за рубежом. Такие мероприятия были проведены уже в Белокурихе, на Алтае, Калининграде, Хабаровске, Владикавказе. Работа этих круглых столов, этих конференций показывает, что многие регионы России не только активно участвуют в уже существующих государственных программах по поддержке соотечественников, но и создают свои собственные, зачастую уникальные программы, таковы Алтай, Татарстан, Калининградская область, Карелия и многие другие регионы. Правительство Якутии развернуло активную работу с якутской диаспорой, направленную на изучение родного языка в иноязычной среде, распространение в молодежной среде соотечественников, знаний по истории Якутии, изучение традиций и достижений народов, населяющих ее. Такие программы полагают залог успешного будущего соработничества Республики Саха со своими зарубежными соотечественниками. Они плотно смыкаются с целью государственной программы по переселению, в том числе и выполнение которой позволит укрепить социально-экономическое и демократическое развитие республики. Поддерживая очаги русской культуры за рубежом, театры, фольклорные коллективы, библиотеки, в которых есть фонды русскоязычной литературы, содействуя организации художественных выставок, проводя мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны, мы вовлекаем все большее количество наших соотечественников во взаимодействие, направленное на консолидацию русского мира. Дорогие друзья, позвольте поздравить вас всех с открытием форума, пожелать успешной и плодотворной работы, ведь наши совместные усилия по поддержке соотечественников за рубежом направлены в итоге на благо России, на укрепление имиджа нашей страны за ее пределами. Спасибо большое.